Столько профессий существует на сегодня, а может быть нужно придумать еще пару-троек новых? В Уфе школьники создают атлас профессий. Активные старшеклассники Уфы составляют свою картину трендов будущего. Да уж, задача ответственная, ведь идеи школьников будут представлены на страницах Атласа профессий Республики Башкортостан «Настоящее будущее». Такой необычный атлас создается Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Он будет содержать информацию об актуальных сейчас и будущих профессий 22 отраслей экономики Республики Башкортостан. Как ты думаешь, какие профессии будут востребованы в будущем? Наиболее востребованными в будущем профессии будут касаться строительства. Также медицина будет наиболее продвинутой, я думаю. Многие профессии уйдут, наоборот, в небытие. А кем ты планируешь стать в будущем? В будущем я планирую стать архитектором, заниматься в сфере строительства. В его создании приняли участие работодатели, представители образовательных организаций и крутые эксперты. Для того, чтобы выбрать себе в будущем профессии по душе, ребята-участники лектория общаются с молодыми и активными представителями разных экономических востребованных профессий. Работа проходит в уникальном игровом формате. Его разработала тренерская команда всероссийского образовательного проекта «Нефтяная кухня». Ребята разбились на команды, каждый из которых создает макет человека будущего и оснащает его необычными атрибутами. Вот что получилось. Расскажи о своем человеке будущего. Он занимается дизайном программ, сайтов, он увлекается рисованием, у него есть собачка, он сам себя тоже преобразовал. Расскажи, кто это все делал. У нас было 3 человека. Моя подруга придумывала волосы, выбрали цвет волос красный, шляпу подобрала я, рисовали одежду вместе. Задача такого лектория – раскрыть реальные взгляды подростков на то, как они сами хотели бы жить в будущем, и предложить им выйти за рамки существующих популярных исследований. В настоящий момент игровые мастер-классы и программы погружения в профессии прошло более 1500 школьников по всей России. Круто, что вся работа с трендами будущего проходит в формате игры. Через какое-то время мы будем строить будущее. От нашего взгляда на мир и выбора будет зависеть все. Взрослые вместе с нами решили заглянуть на несколько десятилетий вперед. Алия Даутова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.